Георгий Дмитриевич, расскажите о цели и задачах данной экспедиции. Ну, у нас вот заканчивается наша экспедиция «Полгон Горинский», так называемый, по следам Владимира Клавдиевича Арсеньева, который 18 ноября 1917 года по 31 января по 1918 года проехал по нынешней территории еврейской автономной области Хабаровскому краю где-то около 580 километров. Экспедиция была проведена зимой в очень трудных условиях. И то, что там для нас примечательно, он много встречался с местными народами, которые проживали в этих местах. И описал их быт, жизнь, уклад, чем питались, чем кормился, как говорится, народ. Но мы экспедицию вынашивали уже третий год, получается. Мы хотели еще к столетию этой экспедиции в 2017 году пройти первый раз этот маршрутом. Но маршрут оказался для нас очень сложный, потому что середина маршрута около 200 километров по диаметрам. Это Баджальский хребет, который Малахингана, который в настоящее время невозможно никакими транспортными средствами проехать. Невозможно никакими транспортными средствами. Когда мы готовили мы разные варианты в снегоходах, на машинах, вездеходах, но не получилось. В этом году мы решили эту экспедицию сделать в более упрощенном варианте со стороны еврейской автономной области, где он начинал. Проехать сколько мы сможем на автомашинах по маршруту, который прошел Арсеньев. И со стороны, где закончилось, где озеро Болонь, это Маламыш, Джуен, поселок, села, проехать сколько тоже мы сможем. Но этот маршрут у нас начался 21 февраля из города Хабаровска. Первая остановка была в Смедовичах, станция Иня, как описал Владимир Клавдиевич, где он со железной дороги уже собирал и дождался своих спутников, своих лошадей, оленей, которым он прошел дальше по тайге. Но Инь станции у нас была встреча с общественностью, встреча в школе. В 2012 году Горобейко Василий Васильевич, известный общественный деятель русского венгерского общества, тоже пытался пройти этому маршруту Полгон-Горинской экспедиции и установил памятную доску мемориальную на стенах школы, возле которой мы провели митинг и возложили цветы. Очень интересный музей Смедовический, где вот сельский, будем говорить, музей, в котором собраны материалы. Особенно вот у нас получился очень интересный экспонат. Это пищаль 17-18 века, которого на Дальнем Востоке я вот много езжу по музеям и другим местам. Такого экспоната я еще не видел. Я думаю, эта пищаль заслуживает большого внимания. Это наверняка оружие первопроходцев, которые были в этих краях. В тот же день в Биробиджане у нас было тоже посещение краеведческого музея, встреча синагоги, где община еврейская, где руководители общины и раввин синагоги специально нас провели экскурсию. Вечером была встреча в библиотеке, и мы рассказали о нашей экспедиции, обсудили проблемы пути великих свершений. Мы уже несколько раз были здесь в презентации наших книг и экспедиций, и поэтому уже как со старыми знакомыми провели наши встречи и сверили, как говорится, часы. Но одновременно мы были приняты заместителем председателя правительства Еврейской автономной области Семеновым, обсудили вопросы
которые по соглашению, исполнение соглашения и протокола к нему, которые заключены между нашей республикой и еврейской автономной областью. А и как нет рядом? Дальше ты думаешь, ну, давай. Бәт, барыта әкеліне. Электрон эльбах. Электрон эльбах. Те, даран тақаны бады бәді. Нөңі күн ерді. Сәбәтілер. Кәпсәтті Вари вәлі. бәді. Онтан гасинса қомы бұды кәпсәбәді. Кәпсәбә. На завтрашний день. На завтрашний день массовый не было. Бәтуағатай. Кукам. Да. На следующий день рано с утра мы выехали в село Кукан. Она находится в 66 километрах от Биробиджана. Поселение довольно большое, 1200 жителей, где нас встретили тоже общественность, школьники. Была очень такая радушная встреча с участием всех, которые были заинтересованы в путях великих свершений, интересуются историей. Было много вопросов, и мы на стене Дома культуры села Кукан поставили мемориальную доску память экспедиции Арсеньева Гонгаринской от экспедиции путей великих свершений. Ну, посетили школу, она была отстроена совершенно недавно, 2 года назад после пожара, и очень красивое, хорошее, такое светлое здание. В тот же день мы проехали село Догордон, он находится свыше 30 километров от Кукана. Все говорят, это село чисто было якутское название. Якутское, это значит, Догордон по-якутски, это значит «имей друга» или «заимей друга». Нас встретила Соловьева Антонина Александровна, она урожденная Колесова из Амурской области, которая хорошо говорит по-якутски, соскучилась по якутскому языку и с нами разговаривала на якутском языке. Встреча была в клубе, за дружеским столом, круглым столом. Ярославовна нас угостила местными деликатесами. На месте, где река Урми имеет протоку с другой рекой, Навести. Да, на месте возле речки Урми мы сделали обряд освящения реки, попросили наших верхних сил экспедиции по делам, которые мы проезжаем, и место, где мы были, благополучие, счастье и процветание. Но после этого, как я вот вначале говорил, вернулись в город Хабаровск, и с утра 22 февраля мы выехали в сторону Комсомольска на Амуре, это где озеро Долонь, где закончилась экспедиция Арсеньева. Проехали свыше 300 километров до села Вознесенское по льду реки Амур, по ледовой переправе переправились в город Амурск и через станцию Эльбан доехали до Джуена. Но это дорога где-то около 100 километров в обратную сторону вдоль реки Амур. Но Джуен это стоит в очень красивом месте, где-то около 500 жителей, 98% населения являются этническими нанайцами, она называется национальной деревней. Встреча с руководством села, с учителями произошла в школе. Очень много вопросов по республике, о нашей экспедиции пути великих свершений. Но получается так, что село основано в 1930
году, когда началась коллективизация при советской власти. Поэтому местные жители о том, что это место посетил на месте стойбища Джуен, был Владимир Клавдиевич Арсеньев, они узнали от нас. И поэтому они решили, что они будут изучать эту экспедицию, где он был, как он описал эту местность, тоже будут изучать по дневникам экспедиции, по книге, которую он написал Богинян. Нас угостили строганиной из карася, которая нас очень удивила. И они этот строганин едят вместе с местной черемшой, разновидностью лука. И очень радушно нас угостили и другими местными своими деликатесами. Мы тоже, в свою очередь, подарили наши книги «Пути великих свершений», буклет от Республики Саха-Якутия. И тоже возле Дома культуры установили мемориальную табличку на память экспедиции «Путей великих свершений», об экспедиции Арсеньева Владимира Клавдиевича, который был в 1917-18 годах прошлого века. Ну, экспедиция в целом прошла очень сжатые сроки. В основном мы проехали около 1500 километров по дорогам различных, как говорится, различного уровня, по асфальту, по проселочной дороге, где замело. Но мы вчера еще хотели заехать в село Маламыш, о котором тоже описал Владимир Клавдиевич. Но дорогу туда, к сожалению, в это время замело. Наши машины не смогли проехать в село Маламыш. Но мы с ними держали связь, но мы отправим обязательно тоже свои материалы и с ними будем делиться о нашей экспедиции. Сюда. Экспедиция имеет свои цели. Все-таки это популяризация истории Дальнего Востока, популяризация Владимира Клавдиевича Арсеньева, величайшего нашего путешественника, этнографа, топографа, ученого, исследователя Дальнего Востока. И в то же время мы в своей экспедиции показываем, что Владимир Клавдиевич Арсеньев встречался в этих местах с якутским населением. Он жил среди них, он с ними вместе путешествовал во время своей экспедиции, описывает быт и жизнь якутского населения в этих местах. Он описал камлане шамана, якутского шамана, который лечил местного якута Сергучева, который заболел во время экспедиции Арсеньева. И много материалов этнографического характера, описание слов, описание предметов быта, и описание узоров якутских и рассуждения, откуда возникли такие узоры, откуда возникли вот такие предметы, почему так. И для нас представляет очень большой интерес, и мы должны понимать, что наши предки жили на северных берегах Амура наравне со всеми народами, найцами, ульчами, нивхами в этом Амурском краю. Спасибо. Да. Да? Чуйте? Я аямут тавуллан, артыктабыз арыллан, эдеңе хылжан кәбет, төннени хәббитигер, дойдукчилерге мақтанан, суылбутун сабына бүтін көңіллән дейін, bu дойдукчилерді көддөбіт, ал оқпыны оттон, аяқ atan, күңен сүктен, суылбутун сабына бүтін көңіллән дейін, көддөстіғын болды. Ал осы мектепте Atan Temiriye, Gürköt, Müttikallay, Köpten, Üstten, Kötügra, Anlargın Hankol, bu ayamı sürüvüt tabulluğundan Barka Maktal tiyedleri, Enigin Kuyok tölüngüne hatan Uruydan aykallan turamut, Kötühövüt, Ahtahavut, Döydükçilerger,
Мен тұлғы дөштің елден қолым дейін. Оған сол кешелінен әрсексені тағарау. Дойдучелері барақсаттар, үтіо қарақытынан көріңіт, өйен ұлан, маңылан, күнділен, әтәңе жағыдығы күтер барқа мақтал болуын, аны да кәдер күмітігер, әтәңе әмей өрі көті көрсәрің дейін, арылағағынан, араға сарығынан, арығынан аяқ тұстауын болуын. Онда жа Оскуяңыт бігіні батыспаққа аналла дойды күтігер қалың анғысқы кәлер бітігер өрі көрсәрің оны кәтәхін бігі кәхилә қаламыт әме аяқ atan айқалдық бұд бәліқті қаламыт ұйеден ұрыдық бұп олаға дойды үтчелері тобыдың ахан бербі кетігер барқа мақтал оғылы-мұғылы туарасан жагенді кіртінлер бұқыдығар. Оны бігі қашы күшті көқті бән құлын. Манта халқы дойды ұтығар дейін бітігер. Арсықтар бұд ағылынлар дейін күлләуін ағылыр. Анағыменен астауыт алажығынан қайынықтар бұтын аяқ тұтауыт, қайынықтар бұл барақсаттар салқы бейгіні батығыңыт, арылан, араңытшылан дейін лағылажын аяқ. Ияқ сеттер бітің әттіхін, дойдуғды дейін әтәңі барда болдың. Барыманны хыжы бұджан, жеген чәбдік болу ғой. Үрін құтты, өгері соғыстық құтан құлың дейін көті лағылажынан аяқтар. Деманы бары берін кәй. Аш бұтын, кәд бұдас, күтіқті. Ямынай бұл, мәні. Қандай это? Там можно с этого Млечника заезжать в военную часть, как на